Кто рано встает, тот утро Якутии ведет. И сегодня это вновь мы, Катерина Винокурова, Павел Танин. Утро Якутии в эфире каналов Якутия-24 и НВК Саха. Встречаем утро в Якутии вместе с вами. 14 сентября на календаре, и эфир мы наш начнем сегодня с зажигательной зумбы. Съездим также в Тулаги, на Кильдямский наслег и познакомимся с уникальным хором и услышим любимую песню. Да, также увидим коллекцию, которую в Москве представили якутские мастерицы-ювелиры на международной выставке ярмарки. Узнаем, с какими впечатлениями дети возвращаются из Артека. Также нас ждет необычный прогноз погоды с домашним питомцем. Но и это еще не все. Вас ждут интересные гости и не менее интересная информация в течение ближайшего часа. И наши постоянные рубрики, конечно. Не забывайте про нашу страницу в Инстаграм _Якутии. Якутии. Там все интересные материалы из наших выпусков всегда представлены. Можно их еще раз посмотреть, прокомментировать, пролайкать, поделиться с друзьями. Ну а в течение нашего эфира вы можете писать нам на наш WhatsApp, номер, который видите на своих экранах. Ну а далее знакомимся с погодой на день сегодняшний. В центральных районах Якутии сегодня температура воздуха +4, +8 градусов. В заречной группе -1, +7. В южных +8, +10. В Вилюйской группе Улусов +8, +10. В Нижнеленских +11, +12. В западных районах +2, +4. В Колымо-Индигирской группе Улусов -5, +5. В Янских -4, 0. На северо-западе -2, +3. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 7 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, температура воздуха +14, +16. Это «Утро Якутии». Далее самое время ознакомиться с последними событиями к этой минуте, с которыми нас ознакомят наши коллеги из информационной службы. Отцы детей от суррогатных матерей начнут получать материнский капитал со следующего года. Минтруд разработал соответствующие изменения в законодательство. Поправки будут приняты в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Сегодня семье с ребенком от суррогатной матери, родителем которого является только отец и его жена, усыновляет малыша, получить мат-капитал нельзя. Теперь по решению Конституционного суда семьи должны иметь право на мат-капитал. В Госдуму он будет внесен до конца года. Реализация проекта будет осуществляться за счет средств, заложенных в бюджете на 2022 год и плановые 2023-2024 годы. Правительство России определило 5 регионов, в которых в рамках эксперимента протестируют новую систему оплаты труда учителей. Реформа предполагает сохранение действующей структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат. Теперь предполагается, что регионы станут формировать размер зарплат учителей на основе дополнительных расчетов правительства. При этом они смогут сами назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения назначать надбавки сотрудникам за счет получаемых доходов. Однако оклады и выплаты не могут быть ниже прежних. Размер потенциально невозвратных кредитов в России вырос до рекордного уровня. Банки оценили вероятность убытков в 400 миллиардов рублей. С начала года займы, которые кредитные организации расценивают как невозвратные, выросли на 9% и достигли 418 миллиардов рублей. Одновременно в стране растет количество долгов по кредитным картам. По подсчетам, общее число кредитных карт с долгами выросло в России по итогам августа до более 2,5 миллиона штук и достигла максимума 2019 года. Верховный суд России запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. В разъяснении указано, что алименты на счетах блокировать нельзя, а возможность снять их у человека должна быть в любое время, несмотря на долги. Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга, констатировали в Верховном суде. В качестве примера в суде привели дело, в котором банк наложил арест на деньги, поступившие на счет должника. Средства не списали, их заморозили. Однако по решению Верховного суда это недопустимо, поскольку алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забирать в уплату долга.
Более 40% соотечественников считают, что лучше всего жить в России. В ходе опроса выяснилось, что уровень патриотизма заметно вырос с 2010 года, когда нашу страну лучшей для проживания считали всего лишь 23% респондентов. Отмечается, что женщины традиционно более патриотичны, чем мужчины. О том, что они остались бы в России, заявили 45% дам. Также высказались только 39% представителей сильной половины человечества. Из других государств россияне чаще выбирали США, Канаду, Италию и Швейцарию, Германию, Испанию, Австралию и Швецию. Ну что ж, самое утро пробудиться полностью, в первую очередь пробудить и свое тело. В этом обычно, как правило, помогают физические упражнения, зарядка самое простое. Ну а сегодня мы предлагаем вам станцевать зумбу. Всем привет! Меня зовут Виктория Бестинова, и я предлагаю начать это утро с зажигательной зумбы. Поехали! La fiesta sigue y esto no para. Hasta la mañana el DJ con la música que te activa. La luna se esconde, el sol se prepara. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, 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 fiesta. No sé quién me llamó, tampoco me importa, la noche no acaba y el baile me acaba. Poco me importa si bailo a la chica y la pista me arropa. A mí que me importa, el reloj y la luna marcan el tiempo que llegue la rumba y el DJ siga con la fiesta. Que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Fiesta. Que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, fiesta. Todo es una fiesta. Fiesta, 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 fiesta. Noche de fiesta, música y son, cuerpo con cuerpo bañado en sudor, que la pista se llene de adrenalina. Y esto no termina, y esto no termina, si el cuerpo te incita a bailar en sudor, sube la adrenalina. Música, fiesta, DJ y la rumba nunca termina. Y esto no termina. Y esto no termina. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Fiesta, que la música siga, no pare, la noche es fiesta. Надеюсь, вы зарядились позитивом зумбы. Присоединяйтесь к утренним зарядкам на площадях или танцуйте зумбу дома, заряжайтесь позитивом.
Доброе утро! В Турции, в Каппадокии прошло первенство мира по шашкам 64. Выступили успешно у нас девочки-сестры Альбина и Алена Большаковы. Альбина у нас студентка педагогического института СВФУ. Алена ученица 11 класса Международной артиллерийской школы. Алена, пожалуйста, присаживайтесь. Поздравляем вас. Каждая из вас внесла свой вклад в копилку сборной нашей, выступая на соревнованиях. Вот хотелось бы узнать, да, с какими конкретно вы результатами, вот вашими личными, побывали на этих соревнованиях, приняли в них участие. Я одержала победу по русским шашкам по молниеносной программе на первенстве мира. Также я получила 2 серебра по молниеносной, по быстрой программе и по классической программе. Еще у нас было соревнование на Кубке мира. Я там одержала бронзовую медаль. Альбина? Я завоевала 3 бронзовые медали среди девушек до 20 лет. На Кубке мира я завоевала бронзовую и золотую медаль. И наш младший брат, который с нами также ездил, он завоевал 2 серебряные медали. И среди мужчин он выполнил норму мастера. Вот скоро его получит. А брат младший родной, да? Да, родной. Тоже. Мы ездили втроем. Вы все дети, все своих родителей увлекаетесь шашками, да? Откуда такая тяга? Как-то с детства К этому. прививалось или вот как-то Спорту. бац, понравилось, начали играть? То, что мы попали в шашки, это чистая случайность. Одним летом нам родители сказали выйти в детский подростковый центр, который находится рядом с нашим домом, и записаться в какую-либо секцию. Я с мыслями, что запишусь на танцы или пение, пошла, но там так оказалось, что нигде места не оставалось, кроме шашек. Вот так и получилось, что мы туда попали, в такой вот спорт. А Алена вслед за сестрой, да? Получается, что мы все пошли так. Нас было Ага. 4 тогда. И постепенно мы начали осваивать эту игру, начали одерживать какие-то маленькие победы, и таким образом мы сейчас являемся теми, кто мы сейчас есть. Вот вообще о самом турнире, как проходило, то есть мы там с результатами уже ознакомились, а вот сама атмосфера, само проведение турнира, как это все выглядело, вот вы там побывали, я думаю, с первых уст узнать будет интересно. Все-таки международный турнир. Соревнование проходило в стране Турция, то есть в Каппадокии. Это прекрасное место для проведения соревнований такого масштаба, мне кажется. Вообще приехали из-за ковида, приехало не так много стран, как раньше. Самые сильные из них была это Россия. Все, с каждым днем у нас, то есть мы волновались, это было очень волнительно, так как каждый тур для тебя очень важен, и то есть если ты один раз там ошибешься, в следующий раз, то есть будет еще сложнее играть. А вообще в течение скольких дней проходили соревнования? То есть за один день это проводится или... Вообще мы Течение. приехали туда 10 августа, получается, а соревнования длились до 30-го. И получается, мы там были почти месяц, что ли. А участников было много, вот успели с кем-то пообщаться, каким-то опытом обменяться, возможно? Да, благодаря шашкам мы имеем очень много друзей с других стран и городов. И, конечно же, на каждых соревнованиях мы с ними общаемся, играем каждый вечер и проводим хорошо время. А это вот ваш первый такой международный турнир был, или вы уже где-то преуспели? Мы часто ездим на такие соревнования. У нас есть огромный опыт в этом, и это не в первый раз у нас, конечно. Ну, вот вообще во время игры самое сложное, может быть, не с точки зрения самой игры, а там именно эмоционально, что самое сложное во время игры? Сосредоточиться, наверное, и думать, и выбрать, какой ход ты предпочитаешь больше. То есть там очень много выборов, и ты думаешь, например, вот этот ход может тебе дать какую-то победу, а вот этот, там какая-то задачка, ты можешь на эту ловушку ловить, там очень много нюансов, поэтому тебе нужно делать выборы, и это очень сложно.
Вот нам повезло, у нас есть сейчас доска, может быть, нам как-то продемонстрируете какие-то интересные ходы своей Один игры. какой-то из победных ходов, Алена, продемонстрируешь? Мгм. Это что у нас будет? Можно Сейчас я показать? могу показать такую маленькую ловушку, Ага. которая не так сильно заметна, но она часто такое случается, что кто-то попадается. Например, Мгм. вот кажется, что у белых там ничейная позиция, что ли, но здесь есть такая ловушка. Белый ходит сюда, черные кушают, отдают сюда. То есть у черных появляется дамка вот эта. Белые отдают сюда, черные кушают. Мы кушаем вперед. То есть мы дали очень много шашек, но мы одерживаем победу, так как в конце у черных не становится шашек. Вот. И мы съедаем все шашки. Одним махом просто хоп. У черных уже не остается выхода. Однажды я играл в шашки, и со мной произошла такая же история. Однажды, да? Однажды, ну, было не так давно. Вот, а вообще молниеносные быстрые шашки как-то разнятся? В чем у них отличие? Отличие в том, что там контроль времени отличается. Например, в быстрых шашках 8 минут играешь, а в молниеносных 3 минуты. И большинство случаев то, что можно проиграть по времени и так далее. Поджимает очень сильно время. Ну, и ты начинаешь спешить, торопиться и так далее. Альбина, Алена, поздравляем вас с успешным, естественно, Спасибо выступлением. Надеемся, что Не с последним, да? ни в коем случае не с последним. То есть, Удачи вам, дальнейших побед, уникальных победных ходов. Спасибо. Спасибо вам. большое. Ну а у нас на очереди следующий материал. В Москве работала 16-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021 года». Да, Якутию представили сразу несколько коллективов. Это и мастерицы по шитью, ювелиры и представители коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие прошло сразу на нескольких площадках, а самые главные павильоны посетила наш корреспондент столицы Айсена Бурнашова. Целая Северная улица раскинулась сегодня в парке Сокольники. Юрты, яранги, чумы, привезенные из разных регионов страны, выстроились в один красивый ряд. Якутия представила сразу 2 северных жилища, и здесь на входе гостей встречают вот такие меховые изделия, а внутри хозяйка дома угощает национальными блюдами. Здравствуйте! Здорово. Мое самое любимое блюдо – это оленей язык. Ну, ее, конечно, все любят. Это старые забытые традиции называется. Мгм. А еще панты, сушеное мясо, дичь и рыба – не просто блюдо, а кулинарное наследие Севера. Все яства приготовлены по старинным рецептам, которые испокон веков передавались от поколения к поколению. Большое внимание участники уделили и самому жилищу. Кстати, юрты или яранги, как принято их еще называть, до сих пор остаются неотъемлемой частью жизни на Севере. Мы сегодня представляем 2 вида жилища. В одном мы показываем традиционное, в котором наши кочевники, оленеводы, охотники, рыбаки. Вот ярангу мы сделали из не дерева, а современные технологии, которые наша Россия и Канада вместе сделали. А вот это рядом у нас уже технологии, которые наша российская. Оно действительно тоже собирается быстро, очень аккуратно. Север не только про быт, но и красоту. Эстетика национальной одежды народов Арктики презентована в соседнем павильоне. Эвены, эвенки, ненцы, якуты – каждый постарался привести свой лучший комплект. Например, Анна Николаевна Семенова показала традиционное якутское пальто, вышитое вручную. У мастерицы каждый узор хранит вековую историю, каждый шов имеет сакральное значение. Передняя часть пальто украшена оберегами Бесхарах. По преданию предков, пальто рассказывает об истории народа или конкретной семьи. Это не просто стильная вставка из металла, а целый рассказ о богатстве рода, об их детях и внуках. «Сокровища Севера» не просто выставка, но и конкурс. Каждую экспозицию, блюдо или костюм будет оценивать независимое жюри. Результаты станут известны уже в это воскресенье. Все участники, конечно, надеются завоевать призовые места, но рассказать о традициях народа и передать эти знания будущим поколениям для них важнее всего. Как зачем? Это уже наши традиционные работы, наши традиции. Поэтому мы передаем молодым. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва.
Действительно красивое такое зрелище, масштабное событие. И на такие выставки, я думаю, интересно всегда ходить, как минимум просто визуальное удовольствие получить. Да, и мы продолжаем. Урожай картофеля, овощей и сена в Ленске в этом году немного ниже показателей, чем в прошлом году. Если сенокос уже на завершающей стадии, то с уборкой сельхозкультур все только еще впереди. Да, вот хватит ли запасов ленчанам на зиму? Какие приспособления для сельхозработ придумывают изобретательные ленчане, расскажет Анна Кожевникова. Эта осень, как плаксивая дама, стучит в окна ленчанам затяжными дождями, а холод пробирает до костей. Копать картофель в такую погоду не очень приятно, но не все успели убрать огороды в теплые дни. Да и многие ждали солнца, чтобы корнеплоды еще налились. В этом году урожай картофеля немного хуже, чем в прошлом. Причиной тому неблагоприятные погодные условия. Половина лета стояла засушливым и жарким, половина задымленным из-за пожаров. Ни солнце, ни дождь не могли пробиться сквозь клубы дыма. С этого огорода обычно выходит по 15 кулей картофеля. Будем надеяться, что и в этом году урожай будет не меньше. Немного лучше урожай на частных плантациях, где хозяева в течение лета поливали картофель. Он вырос отборным. Анатолий Иванович Голяпин – опытный овощевод. В этом году для упрощения процесса уборки картофеля он придумал лайфхак. Да чтобы вилы не поднимать, так как они тяжелые. Раз, и больше усилий. Если на частных подворьях картофель уже практически выкопали, то фермеры Ленского района только приступают к уборке своих плантаций. Показатели пока немного ниже прошлогодних – 77 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году они составляли 103 центнера на гектар. Если считать позапрошлый год, у нас был план 7777, мы собрали около 8000 тонн. В прошлом году у нас уже чуть меньше получилось, 7,5 тысяч тонн при плане 8. И в этом году у нас уже план меньше по Минсельхозу, 7150. Но пока делать какие-то выводы рано. Овощей убрано всего 3 гектара, но еще все впереди. Ленский район входит в десятку лучших по обеспечению сельхозпродукции. Что касается сена, план на этот год 6299 тонн, выполнен на 78%. Но для корма того скота, который имеется у фермеров, необходимо 5000 тонн на зимовку. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Но еще и не все закончили сенокос. Из 11 наслегов только 2 на Торинске и Ярославске. Остальные ждут бабьего лета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Доброе утро, 14 сентября на календаре, и сегодня день рождения отмечает горячо любимая жена, мама и дочь Светлана. Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи, финансовой стабильности, долголетия, успехов и побед в работе. Пусть все задуманное тобой обязательно сбудется. Светлана в этот день вас очень любит и поздравляют муж, дети Лена и Тимур и ваша мама. Да, но вообще сегодня день может отметиться еще одним событием, не менее знаменательным, я считаю. Это презентация компании Apple, которая, возможно, представит сегодня свой новый смартфон. Но, во всяком случае, информации о переносе этой презентации пока еще не было. Да, так вполне возможно, что сегодня презентуют 13-й iPhone с новым процессором и ультрамодной, очень комфортной, качественной камерой. Также, помимо этого, состоится презентация Apple Watch с большим экраном и самый радикальный дизайн iPad mini. Да, посмотрим, что же за радикализм придумали в компании. Тем не менее, какими еще событиями уже отметился день 14 сентября за всю историю человечества, узнаем из нашей рубрики. На календаре 14 сентября сегодня отмечают День слушанья шорохов, День раскрашивания, День пончика с кремовой начинкой, День поедания большого сэндвича. По народному календарю в эту дату чтут память святого Симеона Столпника. Это торжество приходится на начало бабьего лета, в честь чего устраивают народные гуляния. Также к этому сроку начинается пора свадеб и смотрин. В народе в этот день считается удачным для новоселья. На Руси существовал обряд посвящения детей, которым исполнилось 3 года – воины и земледельцы. После такого обряда воспитанием мальчиков занималась только мужская половина семьи. Также следили за
приметами. Если на полях много паутины, то осень будет длинной. События в этот день. В столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное по инициативе Министерства финансов, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. Футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч со сборной рабочих Нижней Австрии. В этот день в США в воздух поднялся первый самолет Сикорского ВС-300. Машиной управлял сам конструктор. В Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после немецкой оккупации в ходе Великой Отечественной войны. Космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition. В этот день родились Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии К. Игорь Кириллов, советский российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист СССР. Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель, третий президент России. Именины сегодня отмечают Семен, Иисус, Аифал, Татьяна, Наталья, Марфа, Марта. Что ж, а мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных Тулагино-Кильдямскому наследию. И сегодня мы расскажем об уникальном самодеятельном хоре, которым руководит отличник культуры Республики Саха-Якутия Лангина Бережнова. Да, в этом ансамбле объединились люди разных профессий, но всех их объединяет одно – это любовь к песне, любовь к своему делу, к своему творчеству. Тулагино-Кильдямский наследие – это гостеприимный и щедрый уголок земли, которым здесь дорожат и гордятся. Наследие славится не только своей историей и красотой природы, но и гордится главным своим богатством – это добрыми, отзывчивыми, скромными и неутомимыми тружениками. Сегодня в сельском клубе села Тулагино репетиция. Руководитель хора Георгий Иванович каждое выступление начинает с распевки. Это уникальный ансамбль, поющий в Якутии больше 10 лет. И гордость всего Тулагино-Кильдямского наследия. Самодеятельный хор объединил несколько коллективов со всего наследия. На пенсии только петь, читает незаменимая староста хора Валентина Семеновна. Признается, во время пандемии сильно скучали, не хватало общения, а главное – задушевных бесед и совместных выступлений. Наш наследие очень певучий наследие, потому что у нас здесь объединились мужской ансамбль Лыгай, женский ансамбль Тулагино – это Кюбее, и наш Талбахотун ансамбль Сырдаха. Все ветераны труда, все пенсионеры. Мы, конечно, любим петь, мы этим и живем. Любовь к песне объединила многих – работников культуры, учителей, научных работников и врачей. Большинству певцов больше 60, а самым старшим – 82 года. Для голоса нужна постоянная тренировка, ведь работа с вокалом должна быть регулярной. Творчество помогает держать себя в тонусе, ведь пение – это дыхание. Наш ансамбль руководит отличник культуры Республики Саха-Якутия Бережнева Лангина Пантелеймоновна. Мы занимаемся с 2015 года. Участвуем во всех культурных мероприятиях города и нашего наследия. Много разных песен мы поем, якутские в основном песни, но есть в нашем репертуаре и русские песни. Но в основном мы поем, конечно, о любви, о родине. В творческом коллективе строгий регламент. Репетиция 2 раза в неделю. Пенсионеры признаются, здесь они учатся распределять свое время, ведь у каждого семьи и даже свое хозяйство. Но на репетиции никогда не опаздывают. Дела делами, а песни по расписанию. Любовь Михайловна поет с малых лет. Здесь она со дня основания хора. С тех пор все вместе поем тут Тулагино, все мои подруги, все мои друзья. Так что, когда мы поем, мы берем свое настроение у нас поднимается, так хорошо жить, так хорошо, все хорошо получается. И мы всегда радуемся, что мы поем и живем в нашей Тулагино. Многие отмечают, Тулагино-Кильдямский наследие – певучий наследие. Хор ежегодно принимает участие в фестивалях,
Неоднократно становился призером городских, республиканских, российских и даже международных конкурсов. Песня строить и жить помогает, дарит бодрость духа и продлевает жизнь, признаются пенсионеры. Каждый концерт для участников – праздник, каждая песня с душой. Особенно, если это песня о родном и любимом наследии. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Тулагина Кильдямская, «Наследие». Ну, здорово же, какие молодцы, да? Мне кажется, я на пенсию, когда выйду, я бы тоже присоединилась бы. Или на гармонии будешь Пень. играть. А мне напомнило одну... Скорее всего, ты будешь на гармонии играть. Тем более, что мне вот этот последний запев напомнил одну замечательную передачу, которая шла утром по субботам в детстве моем. Там тоже была гармонь, и она была любимая. Заруби себе на носу. Помнишь эту фразу? Все, по-моему, школьные годы нам учат. Да, я все время пытаюсь визуально представить, как это происходит, но пока никаких хороших вариантов не происходило в моей голове. Интересно, какая история у этой фразы, да? Как зарубить себе на носу и при этом остаться Вообще, с что носом. это в принципе значит? Вот, я думаю, мы в нашей рубрике «Говори правильно» узнаем В одной сейчас. из наших любимых рубрик. Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем наш разговор о фразеологизмах. Фразеологизмы придают нашей речи эмоциональность и образность. Одно дело сказать «запомни это хорошенько», и совсем другое «заруби себе это на носу». Откуда же взялось это выражение? И почему можно, да и вообще возможно, что-то зарубить себе на носу? Оказывается, в древности, когда грамотных людей было очень мало и грамотность не была обязательной, трудности были с ведением записей. Поэтому люди носили специальные дощечки, на которых делали зарубки, для того, чтобы обозначать сумму денег, свои траты или свои доходы. Неграмотные люди постоянно эти дощечки носили с собой. Отсюда и возникло слово «нос», от слова «носить». И эти дощечки, они служили как бы нашим современным блокнотом. Постепенно дощечки исчезли, люди стали грамотными, а вот выражение сохранилось и существует до сих пор. Вот еще вам одна тайна фразеологизмов. Всего доброго! Да, еще знаю, что изначально эта фраза звучала как «заруби себе на нос». Но, тем не менее... Нос носить, да? Да, не меняется суть. Оказывается, вот так оно все было. Но прямо сейчас передадим слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Президент России Владимир Путин потребовал до 1 ноября предоставить доклад по возврату социальных выплат, списанных банками в счет погашения кредитов. Подчеркивается, что доклад нужно предоставить до 1 ноября 2021 года, далее один раз в квартал. Ответственным за выполнение Путин назначил главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину. Президент также поручил правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство России изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита. Национальная система углеродного регулирования даст стимул для перехода на более энергоэффективные технологии и позволит сформировать бюджет на финансирование зеленого перехода. Об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, подготовленной Министерством финансов России. По мнению аналитиков Минфина, для этого необходимо разработать и запустить реализацию национальной климатической стратегии, определяющей программу перехода России к углеродной нейтральности. В частности, нужно ввести углеродное регулирование, которое будет регламентировать мониторинг и учет выбросов парниковых газов, реализацию климатических проектов, а также обращение углеродных единиц.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении до 3 декабря 2022 года возможности оформлять ввезенные из-за рубежа автомобили без установки системы «Эра-ГЛОНАСС». В пресс-службе Кабинета министров уточнили, что это решение принято по итогам рабочей поездки Мишустина на Дальний Восток. Соответствующим предложением к председателю правительства тогда обратился в Рио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он обратил внимание на то, что требование установки ГЛОНАСС приведет к росту цен и создаст дополнительные финансовые барьеры для автомобилистов всего Дальнего Востока. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции. Консультацию можно будет получить до 24 сентября. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации мясной и рыбной продукции, требований к ее маркировке, качеству, безопасности и срокам годности. Дадут рекомендации по правильному выбору мясной и рыбной продукции, соблюдению принципов здорового питания при приготовлении мясных и рыбных блюд. Помогут в оформлении претензий в адрес продавца, говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. Доброе утро. Ну а недавно на стадионе в Майами разыгралась настоящая драма. Да, со спасением. Футбольные болельщики во время матча спасли упавшего с трибуны кота. Инцидент произошел во время футбольного матча между командами университета Майами и Апалачского университета. На кадрах можно увидеть, как животное соскальзывает с верхнего яруса стадиона, пытаясь зацепиться когтями. Не удержавшись, кот приземлился на флаг США, растянутый внизу болельщиками. Спасение животного футбольные фанаты приветствовали криками ликования. Меня больше всего удивляет в этой истории, как они смогли в этой большой суматохе, большое количество людей увидеть достаточно маленькое животное, которое нуждается в помощи, и как они смогли скооперироваться в этом шуме и гаме. Но в целом история закончилась хорошо, неравнодушные болельщики, вероятно, это студенты, помогли животному, и все закончилось благополучно. Но неравнодушные люди есть, я уверена, во всем мире, и их немало и в нашей республике. Они никогда не останутся в стороне, всегда протянут руку помощи и поддержат в трудную минуту. Один из таких людей сегодня в нашей студии. Мы рады познакомить вас, хотя многие и так наверняка уже знают ее. Это Ирина Борисовна Гузова, директор социальной столовой. Ирина Борисовна, доброе утро. Доброе утро. Да, вот 4 года назад вы открыли социальную столовую, и к вам приходят те, кто вот особенно нуждается в помощи, малоимущие, а также те, кто оказался там в трудной жизненной ситуации. Вообще, как пришла идея вот такой проект сделать? Ну, я вообще давно занималась благотворительностью до этого. Делала елки новогодние для Максоголовского детского дома «1 Нептуна». И все время думала, я же работаю в общепите, ну как накормить людей? Ну просто вот когда приходит бабушка, да, вот, ну в то же кафе и просит: внученька, доченька, дай там пирожок, пожалуйста. Мы всегда кормили. И я долго думала, не могла понять, как это. Тогда главой промышленного округа был Подголов Александр Григорьевич, да, а я была председателем общественного совета. Я к нему пришла, рассказала свою идею. Он говорит: слушай, ну ты вообще правильно думаешь. Целый год я искала в интернете, я ходила по 7 кругам ада. Все вроде как бы наши чиновники, министерства соглашаются со мной, да, что это надо, но денег нету. И 5 августа 2017 года на свой страх и риск, на свои собственные деньги я открыла эту социальную столовую для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вот так это и работаем уже 5-й год. Вот какой охват, то есть насколько востребована идея оказалась, сколько человек вообще вот приходят, может быть, как-то в день, за месяц? Мы работаем 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота. С прошлого года, когда пришел к нам ковид, локдаун был, мы стали развозить адресно. Вот. Теперь получается, что мы в смену кормим в помещении столовой около 60 человек, и развоз, вот, ну, на субботу было 67 человек, 43 адреса. Возим людям
маломобильным, которые не могут выйти из дома. За время работы в столовой за 4 года около 45 тысяч обедов мы раздали бесплатных. И более 5 тысяч горожан получили эти обеды. Ну, такие цифры приблизительные. Ирина Борисовна, ну ваша работа наверняка дала свои плоды. Сколько людей получило поддержку, которые вот прошли через вашу столовую? Да, очень много. И знаете, когда видишь благодарные глаза, наверное, стоит все перетерпеть, все, что не получается, все нервы, все слезы, да. Когда человек благодарит тебя и говорит, что вы нас так поддержали. У меня был случай, женщина пришла, многодетная семья, 6 детей, муж потерял работу. Пришла и говорит: знаете, Ирина Борисовна, у меня вот дома сейчас полкуля соли и 5 литров масла растительного. И 6 детей, которых надо кормить. Проходили они 2 месяца, она пришла и сказала: спасибо, муж устроился на работу, он получил зарплату, мы больше не будем посещать вашу столовую, вы нам очень помогли. Вот скажите, это не радость. А еще какие-то есть проекты благотворительные в вашей практике? Ну, вот, Ну, которые нет. сейчас реализуются, может быть? Нет, вот это вот моя социальная столовая, ну, наверное, мне уже как бы возраст, да. Это мой ребенок, которого я родила, и мне его нужно вырастить. Кроме обедов, мы еще раз в месяц, вот с этого года, развозим наборы бытовой химии, предметов первой необходимости. За 8 месяцев 163 семьи получили такие наборы. Это порошок, чистящие, моющие, маски. Ну, все вот, что человеку необходимо. Ежедневно, да. Еще мы проводим праздники. У нас очень много праздников в социальной столовой. Но в связи вот с ограничениями, да, мы все равно их проводим, знаете, как объявляем конкурсы, викторины, там рисунки. И потом адресно развозим праздничные обеды и подарки, ну, какие-то сладкие, да. Ни одного праздника. Вот у нас сейчас День города прошел, объявлен конкурс рисунков. В Дню знаний мы проводили акцию «Собери ребенка в школу». 53 семьи со школьниками получили от нас наборы канцелярских товаров, фрукты и сладкие обеды. Как здорово. Ирина Борисовна, ну какие-то вот проблемы все равно стоят сегодня, которые необходимо решить? Проблемы, в первую конечно, очередь? нет. Наверное, жить было неинтересно, если бы не было проблем, да? Когда начинается у меня затишье на работе, я думаю, ну все, жди, сейчас прилетит. И это 100%. Ну, я выиграла грант. В том году я выиграла президентский грант. С 1 июля по 31 декабря отработали. В этом году я выиграла грант, тоже опять президента России, с 1 февраля по 31 декабря. Сейчас я выиграла грант главы республики с 1 сентября по 31 июля. Но денег катастрофически не хватает. Не хватает, понимаете, там есть ограничения. Когда был локдаун, ничто же не работало, ни от города, ни от республики не было помощи. Я с ужасом оглядываюсь на 2020 год, как мы прожили эти 2 месяца, вывозя 140-150 обедов, благодаря людям, простым людям, предпринимателям, которые приносили кто булку хлеба, кто конфет. Ирина Борисовна, мы сейчас прервемся на небольшой перерывчик буквально. 90-х и 2000-х в исполнении звезд якутской эстрады и артистов цирка. Это «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». Продолжаем разговор с Ириной Борисовной Гузовой, директором социальной столовой города Якутска. Уже немножко перед нашей паузой поговорили. Вот сейчас разговор продолжим. Остановились мы о том, с На какими... гранте, да? На грантах, Нет, да. что проблемы. Ага, Образовался проблемы. долг в 2020 году за коммунальные услуги. По гранту я не имею права оплатить какие-то свои старые долги. По новому гранту я не имею, это бюджетные деньги. Потому что там очень строгая Да, отчетность. там шаг в сторону, расстрел, да, и как бы мне не очень хочется. Поэтому у меня прошел суд в июле месяце с энергосбытом. Мне присудили платить эти деньги. 75 тысяч, значит, собрали неравнодушные граждане города, да, горожане. А 100 тысяч у меня осталось. Мне пришли, отрезали отопление. То есть мы сейчас людей кормим на летней веранде. Пока еще тепло, да, но когда дадут отопление, у меня негде взять этих денег. Вот я куда только не писала, я обращалась к нашему правительству, да. Отписки, участвуйте в грантах,
Я в них во всех участвую, во всех конкурсах, все, что можно. Вот я сейчас вошла в шорт-лист о неравнодушных горожанин, который будет премия 2 октября, состоится, выбирать победителей. Я куда только не пишу, и пытаюсь. Очень остро не хватает финансирования, не могу поднять зарплату людям. Вот повар уволился, я поварю сама. Но это вот опять же связано, вы сказали, что раньше, вот уже 2 года, как бизнес, кафе не работает, то есть до этого как-то оно друг друга... Когда был бизнес, было проще. Мы летом отработали на летнем кафе, и мне было проще заплатить коммуналку, да. Сейчас бизнес не работает. Ограничения до 12, люди не хотят идти. Ну, а смысл держать работников, которым тоже нечем платить. Поэтому мы чисто сейчас работаем как социальная столовая. Ну, это вообще тоже вопрос такой, вот вы сказали, что был долг там за электричество, я так понимаю, за тепло, которые вот собрали деньги. То есть кто-то все равно еще этому проекту помогает, не только гранты, есть люди неравнодушные, кто поддерживает, да, не кто-то, многие помогают, многие простые люди, да, и предприниматели. Я напишу, что у меня там проблемы какие-то, стараются, кто булку хлеба, кто конфетку принесет, я всем говорю спасибо. А еще я хотела бы обратиться к местным производителям, да. Сейчас идет сбор урожая. Урожай хороший в этом году. Я уже им писала 10 дней тому назад, но такая тишина. Помогите. Картошка. Вот я поехала на закуп, 62 рубля килограмм картошки на оптовом местной. Морковка 78 рублей. Я не могу позволить людям дать на гарнир картошку, потому что это очень дорого, мы ее используем только в супы. Помогите картошкой, капустой, морковкой, свеклой. Еще мы кормим людей минтаем, потому что мы не можем купить якутскую рыбу, она кусается. Забой скота сейчас начнется. Не надо мне мясо высшей категории. Дайте мне суповые наборы, я буду очень благодарна. Мы все понимаем, что это для благого дела в первую очередь. Да, я думаю, нас телезрители посмотрят и надеемся, что будет какой-то отклик. Да. Спасибо вам, Ирина Борисовна, за ваше огромное, доброе дело. Хочется, чтобы таких людей было больше. Будем надеяться, что это дело добро будет начинается с каждого из нас, процветать и только развиваться. Ни в коем случае не будет Спасибо, шагов назад. Спасибо. Ну а сегодня в нашей книжной полке произведение Натальи Сиваковой, автора детективов и российской писательницы в литературном обзоре от Национальной библиотеки. Анна Князева – один из литературных псевдонимов Натальи Робертовны Сиваковой, российской писательницы, автора детективов. Книги публикуют также под псевдонимом Наталья Петровская. Свои первые книги Наталья Робертовна начала писать еще живя в городе Железногорск. Однако, даже несмотря на хорошие отзывы из московских издательств, куда она отправляла свои рукописи, их не публиковали. Писать Сивакова не перестала, так же, как и не оставила попыток увидеть свои книги напечатанными в столичных издательствах. Сегодня же Наталья Робертовна является автором увлекательных романов с динамичным сюжетом, интригой и обаятельными героями. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха» я познакомлю вас с романом, который носит название «Ключ от проклятой комнаты». В жизни всегда есть место чуду. Иногда среди серых будней происходит нечто необычное. Проявляется из тьмы времен старинные истории, которые находят свое продолжение в наши дни. Анна Князева обожает разгадывать загадки прошлого в своих остросюжетных романах из серии «Яркий детектив». Участники новогоднего карнавала пустились в пляс, как вдруг праздничный шум прервал женский крик. Толпа расступилась, в центре вестибюля лежал мужчина в костюме Дракулы. Из-под тела натекла лужа крови, а рядом валялся брошенный пистолет. Лера совсем не понимала, что же происходит в их бизнес-центре Пресня Пэлас. Сначала несчастный случай с ее подругой Ритой, теперь же убийство ее шефа Шостака. Имелась лишь одна единственная зацепка – это клочок рваных обоев, зажатых в руке мертвой Риты. Лет 30 назад подобные обои часто встречались в московских квартирах. Дом на Трехгорном валу оказался почти необитаемым, но одна из старейших жительниц этого дома поведала одну интересную историю о том, что много лет назад в одной из комнат с зелеными обоями повесилась женщина, у которой похитили ребенка. Неужели гибель Риты и Шостака является следствием всеми забытой истории? Вскоре сама Лера получила конверт с клочком рваных обоев темно-зеленого цвета. Что же было дальше и какая же правда стоит за всей этой запутанной трагедией, вы узнаете, прочитав эту увлекательную книгу. Приятного чтения! Пес по кличке Шторм забежал в студию во время прогноза погоды. Слава богу, не у нас это произошло.
Да, действительно. Пес разнообразил выпуск прогноза, который вел его хозяин Энтони Фаррелл из Торонто. Шторм забежал в кадр и решил попросить у своего владельца угощения. Некоторое время Шторм ходил по комнате, где висел хромакей, и наблюдал за тем, что делает его хозяин. В итоге видно, как в ролике Шторм получил все-таки свое угощение, а сам Энтони провел свой выпуск без сучка, без задоринги. Оказалось, что Шторм уже давно известен публике этого телеканала. Впервые он засветился в эфире еще 10 лет назад. У него даже есть свои фанаты. And an east-southeast wind, the Humidex will be a thing already by afternoon, 34, 35 in the city. 22 right now in... Имя какое подходящее у собаки — Шторм. Собака настоящего синоптика и метеоролога. Грузинский Андык, между прочим, такое вот выражение. Радужные холмы Кахети запечатлели с дрона. Это необычные виды разноцветных холмов Мравалдскара в Гараджийской пустыне в регионе Кахети. Их, как я уже сказал, запечатлели с высоты птичьего полета. Полосы образовались в результате наслоения различных осадочных пород. Желтые – это песчаник, бурые, красные и серые – глина, а белые – морская соль. Это место пока не стало центром притяжения туристов и охотников за фотографиями, поэтому практически всегда там все еще безлюдно. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот прямо сейчас картинку посмотрим этой красоты природной. А отдых детей из Якутии в Артеке подходит к концу. Напомним, 56 ребят из населенных пунктов республики, пострадавших от лесных пожаров, стали частью большой 1,5-миллионной семьи артековцев. Дети совершили визит в музей космоса во дворце Сууксу, учатся в легендарной артековской школе и посещают кружки дополнительного образования. Также ребята из Якутии принимают участие в творческих и спортивных событиях, развивают новые навыки, покоряют Аюдак и заводят новых друзей. Связь с родными дети поддерживают через вожатых и онлайн-трансляцию, в которой всем родителям представлен общий доступ. Отметим, что по поручению президента Владимира Путина и Министерства просвещения России Артек принял детей из Республики Якутии, где действует режим чрезвычайной ситуации. 26 августа к нам прилетело 56 человек и детей из Якутии. Зачислены они в детский лагерь «Речной». Пребывать они будут 21 день в смену. Осваивают программу смены, которая называется «Морская феерия Артека», и также программу лагеря. Отлично отдыхаю. Очень хороший лагерь. Здесь очень хорошо кормят. Здесь очень большая территория. Здесь, короче, море есть. И в школу ходим. Я очень хорошо отдохнул от этого пожара. Я теперь понял, что я буду везде участвовать, пытаться везде занять места первые. Для чего, чтобы сюда прилететь? В таком отдыхе, я считаю, самое главное, то, что ты реально можешь получить какие-то новые навыки или, может быть, найти для себя абсолютно новые увлечения, о которых раньше и не задумывался. Да, радуемся за ребят. Наконец-то они отдохнут, хоть как-то отвлекутся, да, и приступят уже к новому учебному году, к новым знаниям. Да, тем более, что учебный год уже как 2 недели шагает по России. Ну, а мы на этом, дорогие друзья, на сегодняшний день с вами прощаемся. Желаем хорошего настроения на весь день.
Да, сегодня в Якутске ожидается до плюс 14-16. Ловите последние солнечные дни. Увидимся завтра. Хорошего вам настроения.